Даже родственники убитых членов незаконных вооруженных формирований выражают недовольство клеветническими статьями «Новой газеты». Силовой структуры. Ниц бен суна садюзушна саишвешина далгер харсы ишяз далмола. Тхуга тхун бин ниц бац айдал тева тин хаттага тин шейн болш низмях болх бина. Дуцати журналист, короче, тхацершка, условно скажем, так милашна, кимберш сунюх аберш, короче, цар и мусироваться лишь и хабарш тхадюзуш адабин кишен темали усташи бол бабису, так тхуг болш данный момент айдлу хумма бас процитать ишгала ю так хилмадьязар законах айдылду так дал молас что таган дика ашту. Подготовка смертников для ряда крупных терактов в России, захват заложников в театре на Дубровке, подрыв госпиталя в Моздоке, теракт в Беслане, подрыв сметниц в московском метро и аэропорту Домодедово, нападение на Дом печати в Грозном – все это дело рук членов банды Бютукаева. Благодаря грамотно спланированной Рамзаном Кадыровым спецоперации террорист был ранее уничтожен. Сегодня его родственники мирно живут в Чеченской Республике, работают в государственных учреждениях и ни в чем не ущемлены. Семья Аслана Бютукаева осуждает «Новую газету» и требует не писать лживые статьи. Елена Милашина, богшта журналист «Новой газеты». Цо бельш кэлханшнега гергална хиз богшта цумшязар. Тхо хиз вошда стойк богшт хаума дат үш само хизин бана батер. Ивалил ашохан яр хинти да кэлхан. Тхо хиз вошт стойк богшума дат кучва. Шин лучон аймет кё вахмет кё. Ойнт эмштавишар атай богтар. Мислю қош. Елена Милашина үш ойндик бол байар шпат. Таких историй много. Родственники членов НВФ в один голос просят журналистов «Новой газеты» оставить их в покое и не писать статьи, якобы оправдывая и защищая их сыновей и братьев, которые в рамках закона уже понесли заслуженное наказание. Милашина пишет вечно неправду, вечно какую-то боль доставляет, какую-то неправду, какой-то... у меня слов нету. Нас никто не мучает, оставьте нас в покое просто, и все. Зачем писать? Кому это надо, кому это интересно? Нас, главное, никто не пытает. У нас дети учатся, у нас дети растут в школах, в вузах, в институтах, везде все спокойно, тихо, мирно. Мы были в руинах, теперь нормально стало кругом. О нас заботится правительство, есть кому заботиться. Хвала Всевышнему. Но остальное я не знаю, как можно назвать. Ой, пора отказать, что дал мола. Милашина цацумш яздеш, цеюшум ждуцуш, тон балеял достич. Тоцане эдло хизош да, цамо тхойк бог шумадас. Тхо эдл нарезду, эдл тху нарезду, тхаймахул ишдуй берт ашду дехшду. Тхо милашин ад ахар, она нам не нужна. Пусть она оставит нас в покое. Я бы сказала, вот такие вот журналисты, как эта Елена или кто-либо другой, которые уехали куда-то, живут где-то, и оттуда, как он из-за угла лающие собаки, чтоб они перестали, оставили нас в покое. Сейчас нас нечего защищать и не от кого защищать. Пусть помолчит эта Милашева.